В самом начале прошлого года отец Виссарион обратился к отцу Василиску, то есть своему священнику, с просьбой встретиться со мной и предложить начать диалог, по церковной проблеме и так далее. Отец Василиск ему сказал, что отец Дорофей навряд ли примет какие-либо условия, там покаяние, или покаянные письма, или поездка в Москву и так далее. Отец Виссарион сказал, без всяких предварительных условий. Я встретился с отцом Василиском, я говорю, несмотря на все, что было, я готов, если это нужно для общего блага, для блага нашей церкви, я готов снова встретиться. Затем, непредвиденные обстоятельства, батюшка оказался в больнице в Москве, он позвонил, мы поговорили по телефону, мы поехали. Я и отец Давид поехали туда, в больницу. У нас состоялся совершенно такой, откровенный, но закрытый разговор, где он сказал, что ситуация, она сложная, он тоже многое понимает, что происходит. И он сказал, что отец Дорофей, я готов выслушать твои предложения, решения нашей проблемы, нашего разделения и так далее. Как никогда, сейчас я готов выслушать тебя. На что я ответил, отец Виссарион, я говорю, вы же понимаете, что не все от нас зависит. То есть мы только на стадии становления как церковь, как институт. Поэтому внешние силы, так или иначе, они определяющие. Я говорю, я вас очень прошу, пойдите лично к патриарху. Не идите к известным лицам, митрополиту Илариону, отцу Николаю Балашову и так далее. Они не будут это делать в пользу абхазской церкви, потому что у них свои отношения с грузинской церковью и так далее, и так далее. Мы не вправе никому ничего рекомендовать, каждый имеет право выстраивать, с кем он считает нужным отношения. И скажите патриарху, что главная причина того, что мы не можем к какому-то согласию прийти, она связана с тем, что отец Виссарион говорит, что я не могу, отец Дорофей, с тобой служить. Ты находишься под запретом в священнослужении русской церкви. Уже 4-й срок. В общей сложности это уже идет ровно 8 лет. Там год, 3 года, потом еще 3 и последний еще 3. Но я этот запрет не воспринимаю, потому что я со своим статусом определился в силу моего нахождения в Греции, в Элладской православной церкви, в конкретной митрополии и так далее, и так далее. Поэтому мой запрет, который был сделан со стороны русской церкви, как клирика когда-то русской церкви, он не действовал ни в Греции, ни тем более здесь, потому что у нас нет епископа. Поэтому для меня такой проблемы не было. Все эти годы я призывал отца Виссариона к тому, чтобы найти мужество в себе и оставить все эти большие стороны по ту и по другую, и вместе послужить на Пасху, на Симона Канонита и так далее. Чтобы в этом единство заключается, вы поймите, единство в церковное, она не заключается чашечку кофе вместе выпить, вместе что-то обсудить, или в кабинете встретиться и что-то обговорить, или какое-то общее название дать институтам. Оно заключается в том, что мы вместе служим одновременно в одном храме. Но и он ссылался, что не может он это сделать в силу того, что я нахожусь под запрещением. А я сказал, пойди к патриарху и скажи, в июне месяце прошлого года заканчивается 3-й срок запрета, и скажи, ваше святейшество, остановите здесь эту тему, потому что он имеет такую возможность и власть, закрыть эту тему. Остановите эту тему здесь. Отец Дорофей приезжал с отцом Давидом ко мне в Москву, мы увиделись, поговорили. Дальше мы на месте в Абхазии вместе будем решать наш вопрос. Он говорит, замечательная идея, замечательное предложение, несмотря на то, что я сейчас в больнице, достаточно серьезное состояние, я все равно, говорит, пойду. И мы тогда обговорили, что если получится этот вариант, мы бы послужили на Пасху вместе, в Новом Афоне. И через 2 недели он сообщил, что был у патриарха, патриарх очень благожелательно встретил и так далее, и так далее. Но он просит, чтобы я написал покаянное письмо.
Я отцу Виссариону все время говорил, что, как я изначально сказал, никаких покаянных писем с моей стороны не будет. Не будет отказа от того, что мы делали 7 лет по созданию митрополии, там, будущей церкви и так далее, и так далее. Только в одном случае отказ от этого будет, когда в Абхазии появится епископ, неважно, пусть это будет отец Виссарион, да, или любой другой человек, не я, любой другой человек. Главное для меня 2 критерия, чтобы этот человек, епископ, был абхазец. Да? Не нужен нам чужой человек на нашей территории. Вот ко всем равно отношусь. Вот когда он будет такой человек, я упраздню митрополию, подчинюсь этому епископу, даже если это будет отец Виссарион, и никаких вопросов нет. А пока этого нету, все остальное – это всего лишь попытки решения нашего вопроса. Поэтому покаянных писем писать и так далее я не буду. Значит, этот вариант у нас не прошел. Потом мы думаем вместе с отцом Виссарионом, говорит, ну давай подождем, значит, июня. Вдруг они, увидев наши контакты, наши отношения, вдруг сами поймут, что, может быть, не стоит сейчас вот абхазцам мешать в этом вопросе и как бы остановим на этот вопрос. Проходит время, они даже меня не известили. Я сам просто в интернет зашел на сайт, официальный сайт Майкопской епархии, и посмотрел, выходит указ 4-го запрета еще на 3 года. Значит, теперь мы начинаем понимать, да, что не так все просто. Теперь я звоню отцу Виссариону, он говорит, не переживай, мы встретимся и будем думать еще один вариант какой-нибудь. 2 месяца мы размышляли над таким вариантом, пришли к следующему. Что мы, точнее, отец Виссарион и все духовенство Сухумо-Пицунской епархии, так, которое с ним, они, поскольку именно они просили о моем запрете, и отца Андрея, чтобы вы понимали, я запрещен, и отец Андрей запрещен по просьбе абхазского духовенства. Это не было решение одностороннее. И они теперь напишут снова в таком же составе. Ну, было время, какое-то недопонимание, но сейчас, наверное, стоит изменить взгляд на эти вещи, и мы вас просим, минуя отца Дорофея, не трогая его, не прося ничего от него, мы, те, кто просили его запретить, вас просим сейчас войдите в наше положение, да, и остановите вот этот запрет, чтобы мы могли вместе служить в новом Афоне. Вот такое письмо было составлено при участии моего представителя, отца Давида. И мы приняли решение послать отца Давида и представителя отца Виссариона, отца Василиска в Майкоп с этим письмом. Они сидели уже в аэропорту, когда им позвонили и сказали, что их не примут. На что было большое возмущение как со стороны отца Виссариона, так и с моей. Значит, получается, что единство не хотят другие лица и другие структуры, а не только он или я, или мы, абхазцы, паства, которые здесь. Начался еще 3-й вариант. Значит, представитель, один из близких к патриарху, сейчас я не буду называть его имя, он тоже приехал в Абхазию, и как-то мы обговаривали вот эту ситуацию, он сказал, ну было бы хорошо, если вот это письмо легло бы на стол патриарху. Да, вот как-то сделать, чтобы... И мы постарались, но я попросил отца Виссариона, но он почему-то не захотел, чтобы как-то вот, минуя его и так далее, или только через Майкоп, и так далее. Я не знаю причин, но он отказался. Таким образом, вот эта предыстория, она что показывает? То, что вы все видели, селфи с отцом Виссарионом, наши встречи, наши беседы, значит, и так далее, да, все это было связано с тем, что мы весь этот год пытались найти какой-то вариант. Но как не оказалось странным, я должен констатировать, что это, к сожалению, на сей раз не захотела российская сторона решить этот вопрос. И все время она требует от меня там, покаяния, еще чего-то и так далее. Вы поймите, что я хорошо знаю Русскую Православную Церковь. Я 8 лет учился там. И я хорошо знаю церковных чиновников, ныне управляющих Русской Церковью. Да? Я отделяю Русскую Церковь от чиновников. Понимаете, церковь, она свята, там совершенно другие вещи, в Русской Церкви другие вещи, а есть временные те или иные чиновники. Вот. У них задачи совершенно иного характера, и вы лучше меня это все знаете,
судя по тому, что вы постоянно слышите по телевидению разного рода скандалы, недвижимости, передачи, храмы, строительство и все остальное. Но вот в рамках вот этого подхода было отношение, в том числе в отношении Абхазии. Поэтому с этой точки зрения мое упрямство, оно связано с тем, извините, что я так говорю, упрямство, оно связано с тем, что я не хочу, чтобы ни один храм в Абхазии, ни тем более Афонский монастырь приносил пользу лично какому-то иерарху или лично какому-то церковному чиновнику, а не абхазскому народу, без разделения национальности всех, кто здесь живут на этой земле. Поэтому я всегда на этой позиции стоял. И поэтому все это вроде бы у нас вот в таком русле шло. Но я всегда спрашивал отца Виссариона, разве тебя это не настораживает, что вот такое поведение с той стороны? И самое главное, почему я говорю, что я хорошо знаю русскую церковь. Через какое-то время, вот, допустим, сейчас я напишу покаянное письмо, допустим, да, в сложившейся ситуации, они сразу скажут: все, отец Дорофей, вы будете там в Абхазии главным и так далее, вы архимандрит, вы иеромонах, вы образованный, вы богослов и так далее. Да? Через год-два меня совершенно спокойно переведут куда угодно, но только не в Абхазии. Но тогда я не смогу ничего сделать, и отец Виссарион, ни президент Абхазии, ни кто-либо другой ничего не сделает. Так уже поступили с одним моим другом, который также активно вел церковную деятельность на территории, значит, Южной Осетии. Да. Он сейчас служит очень-очень далеко от своей родины. Поэтому я не учился и не получал образования, чтобы нести миссионерский свет, значит, свет евангельский африканским племенам или не знающим христианства, эскимосам или еще кому-то. Все-таки мне хотелось, так сказать, своему народу здесь, в Абхазии, принести пользу и послужить. Хотя я понимаю, что такая миссия, она очень значима. Итак, мы подошли, теперь вы понимаете всю эту предысторию. Еще одна ремарочка, чтобы окончательно была картина ясна. Отец Виссарион все время говорит такую вещь. Вот патриарх мне сказал: если вы там объединитесь, завтра мы решим абхазский церковный вопрос. Значит, на что я всегда говорю: вот неужели патриарх Кирилл ждет, когда отец Дорофей, какой-то отец Дорофей там в Афоне скажет «да», и тогда абхазский церковный вопрос решится. Я вас уверяю, если не будут каких-то провокационных и неожиданных действий со стороны грузинской православной церкви в отношении вновь образовавшейся украинской церкви, то есть если грузины, другими словами, признают независимость украинской церкви, вот в этом случае русская церковь, возможно, предпримет более активные шаги в отношении нас. До этого ничего равным образом она делать не будет, не делала и не будет. Да, она помогает, безусловно. Студенты учатся там, да, кто-то ездит, приезжает, содействует и так далее. Но в плане появления абхазского епископа, рукоположения, то есть оживления организма церковного, этого ничего не будет. Поэтому я говорю, это бессмысленно об этом говорить, что вот мы объединимся, и завтра абхазский церковный вопрос решится. Не так все это просто. Исходя из этого, мы подходим теперь к последним событиям. Вот вроде бы все было замечательно, мы хотя бы последний год на человеческом уровне вели какие-то диалоги, встречи, беседы и так далее, да? На человеческом уровне. Вдруг 3 недели тому назад батюшка появился, весьма агрессивно настроенный, значит, это было 11 мая, вот, с абхазским духовенством. Ну, мы зашли в Архандарик, начали обсуждение, он как-то очень категорично и резко начал, вот, и слова его были такие: отец Дорофей, вот я с абхазским духовенством пришел, хапсуа абхазиге, шарги дорге, тому игдазем гадзи, давай мы решим вот этот вопрос. Я говорю: батюшка, псоца сиутохозер, адзебра, псоца сиутохозер. Why would I go на анахарахцаб? И говорю: урмохопшен Москва, ерхот шадвихо, сергецгис якубштом. Why харахала хайдгуланы игбагна? Анахарахцаб, ургиги узервом, сергегис зервом. На это было сказано, что это невозможно. Ты запрещен, ты вот этот раскольник, ну и шагац.
все, что вы хорошо и без меня знаете. Потом пошли совершенно оскорбительного характера, скажем так, с его стороны разговор, после чего я просто встал и ушел, потому что я не хочу участвовать в диалогах и в беседах, где это уже переходит какая-то черта. И после этого, честно вам сказать, до субботы, то есть в течение 2 недель, я не говорил ни с отцом Виссарионом, ни с остальным духовенством ни о чем. Все эти 2 недели они сидели вначале вот там, значит, в Архандарике, на лавочках, потом через какое-то время начали служить у ворот Большого собора, значит, провоцируя. Потом через какое-то время начали, значит, там какой-то предел с той стороны, значит, такой портик собора. Там потом начали внутрь, да, вот как бы пытаться проникнуть. То есть, чем дальше, тем больше провоцируя всех нас, ну, какой-то нездоровой ситуацией. Потому что так нельзя делать. Чтобы вы понимали, да, церковная жизнь строится на таким принципам. Есть храмы, в которых есть приходы, есть монастыри. В каждом приходе, храме и в монастыре есть священники, да, у которых есть паства. Эта паства служит, причащается, находится в этих храмах. Священники там служат. Собрать всех священников со всех храмов Абхазии, 3 недели их здесь держать, лишая богослужения, храмы и людей духовного кормления, это, конечно, я церковный историк, но я даже не припомню, когда последний раз такое было. То есть это совершенно недопустимая вещь. Поэтому, когда их паства приходит в Афон, и начинаются какие-то разговоры, что мы здесь хотим, это тоже наш монастырь, это тоже мы здесь, значит, имеем... Да, друзья мои, но вы имеете право, вы в Лыханский храм ходили, вы вправе там решать. Ходили в Сухумский собор, вы вправе там решать. Пришли вы сюда в качестве гостей, а если вы хотите решать, приходите в наш приход, в наш монастырь, становитесь монахами, принимайте активное участие. Никто не возражает. Но просто со стороны на какое-то время, приходя и устраивая вот эти провокации, конечно, это совершенно недопустимо. Все это время, до сегодняшнего дня, все это мы терпели, потому что моя позиция была: мы люди, христиане, церковные люди, мы не можем себе позволять недопустимые какие-то вещи, не может быть никаких провокаций, каких-то физических там, значит, воздействий и так далее. Да? Этого ничего не может быть. Это моя позиция. Хотя люди уже в каком-то, скажем, состоянии были достаточно серьезным, они были готовы на более действия, серьезные действия. Но я не разрешал, потому что затем в субботу был самый провокационный день, когда практически, значит, весь двор монастыря, на улицу было огромное количество людей. Значит, о поведении паствы, как моей, так и нашего монастыря, и тех, кто пришли для поддержки отца Виссариона, кто из нас как себя вел, хорошо было и наглядно было видно для присутствовавших. Я об этом публично даже говорить не хочу. Меня сложно вывести из себя какими-то личными оскорблениями, которые тоже звучали, да, какими-то провокациями. Меня сложно вывести из себя, из равновесия тем, что ты пытаешься что-то спровоцировать. Это я взрослый человек, на такие какие-то вещи не иду. Слава Богу, нам удалось снова с трудом, с огромнейшим трудом. В 12 часов я только закрыл монастырь вечером, чтобы вы понимали. Потом, значит, состоялась встреча с отцом Виссарионом по просьбе людей, как бы общественности Афона и так далее, где мы обговорили какие-то вещи, да, и пришли к такому заключению. Значит, 2 варианта. По крайней мере, с моей стороны они четко были озвучены, и многие присутствующие это поддержали. Первое, что вот тот документ, который мы хотели послать майкопскому епископу, потом патриарху, о том, что без моего участия, да, участия отца Дорофея, они снова обращаются, просят патриарха, такое письмо отвезут, значит, представители власти, общественности, патриарху и скажут: ну, в конце концов, слушайте, вы не видите, что происходит в Абхазии?
Ну зачем, значит, сталкивать людей, зачем разделять людей? Ну, значит, ну хорошо, упрямый отец Дорофей, непослушный отец Дорофей, ну оставьте его, снимите вы этот запрет, в конце концов, да, остановите этот запрет, и тогда люди смогут спокойно вместе служить, и так далее, никаких других вопросов не будет, да. И вот на этом мы сошлись. Если вдруг, значит, снова нам скажут «нет» в Москве, да, в Московской патриархии, тогда в этом случае я сказал, что вот народ наш вправе прийти, собраться, неважно, они в тот храм ходят или в этот, прийти и сказать: знаете, отец Виссарион, отец Дорофей, значит, раз они сказали «нет», оставьте их всех, встаньте вместе и послушайте. Я к этому готов. Значит, не готов пока отец Виссарион, но я думаю, народ должен потребовать в данном случае, чтобы отец Виссарион тоже сделал в этом смысле решительный шаг. Вот. Я не хочу говорить каноны, там, правила и так далее. Вы знаете, я, значит, доктор богословских наук, каноны и правила навряд ли в Абхазии кто-то знает лучше меня. Поэтому, когда начинается вот это каноны, правила и так далее, это не нужно говорить. Я только скажу одну фразу знаменитого российского историка, церковного историка Болотова. Он сказал так: каноны церкви нужны в той степени, в которой они ей полезны. Вот в данном случае то же самое. Вот мы должны посмотреть на пользу для народа, на пользу для нашей паствы, а не на какие-то формальные буквенные правила, которые всегда можно перетолковывать в любом направлении. Вот такое решение было принято. Затем в воскресенье у нас не состоялось богослужение утром. Они служат все время во дворе. Значит, почему? Потому что, вы знаете, я верующий человек, я, значит, искренне и серьезно пришедший в церковь, а не ради какой-то игры здесь, да. Поэтому я не могу после вот такого, значит, состояния вот этих всех бесконечных разговоров, я же не могу сейчас вам описывать, что происходило в течение 5 часов и о чем все шло. Тем более я знал, что после литургии утренней опять начнутся какие-то, значит, это непозволительно. Это так, значит, поэтому мы не служили, я закрыл монастырь. Правда, снова были какие-то провокации, там, людей, которые приехали к нему. Вот, ну, как-то тоже нам удалось это тоже утихомирить. И сегодня было такое принято и тогда решение, что вот они пойдут, общественность нового Афона, да, представители Афона и отец Виссарион, пойдут к президенту, скажут ему вот о том, что было бы хорошо вот такую бумагу составить, значит, чтобы он тоже это поддержал, другие люди поддержали, и чтобы приостановился запрет на священнослужение в Москве, наложен на отца Дорофея без участия отца Дорофея. Да? Вот. И сегодня была встреча. Значит, об итогах этой встречи мне пока не хочется говорить. Честно сказать, я тоже думал, что мне удастся вас обрадовать, что что-то, к чему-то какой-то выход, значит, был найден. Но из того, что я услышал как раз перед вами, значит, во встрече, ну, не буду лукавить душой, сказать, что это меня обрадовало, нет. Больше, наверное, опечалило. Да? Ну, сейчас какие-то детали, чтобы не нагнетать обстановку, я не буду говорить. Вы знаете, как мы всегда уповаем на Бога. По крайней мере, я всегда уповаю. Я готов к любому развитию, к любому сценарию. Меня это как бы не смущает. Единственное, чего не хочется в моей жизни, мне лично, да, чтобы своими руками сдать интересы Абхазской церкви. Чтобы своими руками сдать вот этот монастырь, который не будет приносить, если это произойдет, эта сдача, пользу Абхазской церкви. Простите, что я так говорю, сдать, да? Такое ощущение складывается, говорит, военные действия идут, но они почти близки, я бы сказал, к такому осадному положению и обороне, да? Вы понимаете, мне не хотелось бы своими руками это делать, потому что история, она меня не оправдает. И будущие потомки, они никогда не оправдают. Мы много раз уже в истории такую ошибку делали. Когда абхазское духовенство после революции 1917 года
объявила автокефалию Абхазской церкви, грузинская церковь объявила. Грузины не пошли на попятную. Их запрещали, не излагали, анафематствовали. Но они все равно сказали, мы объявили, и мы будем этого добиваться. И у них сегодня своя независимая церковь. А мы, абхазцы, всегда прислушиваемся к чужому мнению, и тогда нам сказали, будет в Москве собор большой, там Кавказский отдел ваш вопрос рассмотрят, все решат и так далее. И мы пошли по этому пути, и потом оказались в составе грузинской церкви. Вот как происходило. Я это хорошо знаю, я только один пример вам привел. Поэтому мне не хотелось бы вот такого делать. Но есть еще одна морально-этическая сторона. Я человек всегда, принципов, начал. Я человек, который поступает по своей совести, не по каким-то внешним критериям. Поэтому, если я увижу, что иногда позиции, которые я защищаю, сдаются своими, вот тогда у меня не будет сомнений, я отойду в сторону, чтобы вы знали. И те, кто нас сегодня слушает, знали, потому что в такой ситуации, по крайней мере, я не несу моральную ответственность. Понимаете? Потому что хуже не бывает тогда, когда чужие люди, я это все понимаю. Да? Враги, вы меня лучше меня знаете, вы люди, которые здесь, в этой стране живете, все эти проблемы, существующие в Абхазии, хорошо знаете. Да? С врагами всегда можно понять, ты знаешь, где он, и что нужно делать, и как тебе поступать. Вот хуже бывает всегда, когда внутри тебя, да, свои, в большом смысле, да, этого слова, никого не разделяя. Поэтому мне не хочется, чтобы вот этот сценарий был, потому что если этот будет сценарий, я отойду.